Приветствую всех на своем канале. Сегодня у нас технический раздел из цикла «Это вы можете». Собственно, сегодня у нас в гостях Nissan Note 2008 года. В народе его прозвали «Енот». В 12 кузове, собственно говоря, не заводится. Ну, диагностика здесь, конечно, дело 5 минут. Берем, проверяем давление в топливной магистрали. Подключаемся к топливной магистрали машины. Вот через переходничок. И манометр смотрим. Как ни странно, подошел тойотовский вариант. Что странно. Хоть в чем-то совпадает. Не надо ничего придумывать, городить. Ну и вот, в общем, давление 0. Проверил напряжение на бензонасосе. 12 вольт поступает. Собственно, ну, вот он, виновник торжества. Топливный модуль. Вот старый топливный насос. Вот старый топливный фильтр. Но сегодня речь пойдет об инженерах Nissan, которые сделали выдающийся лючок на топливном модуле. Чтобы его открыть, нужно иметь специальный ключик. И вот мне пришлось его создать из подручных средств. Особенность вот этой железной крышки в том, что она очень туго защелкивается. То есть вот и специальные пазы, 6 штук для ключа специального ниссановского. И легким движением руки он должен защелкиваться. Вот пазы, сами защелки. То есть надо преодолеть усилие этих защелок при открывании или закрывании. И усилие таки, надо сказать, не слабое. Поэтому просто там чем-то долбить, я не знаю. Ну вот тут товарищи пробовали, конечно, долбить. Но очевидно, это можно сделать, если будет 2 человека и 2 монтажками долбануть синхронно, тогда она откроется. Но мы же не ищем таких путей, поэтому вот мне пришлось... Это вот съемник топливного модуля Kia. Это я делал раньше, давным-давно. Там тоже замудренная система, вот с такими пазиками. И тоже без этого ключа. Это вот я сделал из куска трубы на 150. Ну и чтобы это было проще, к нему вот приделал 2 кусочка. Это я взял вот такой кусочек трубы. Ну, можно взять, наверное, любой подходящий. Но это на 100. Сотая труба. Половинка сотой трубы. Я такой кусочек разделил на 2 половины. У меня вышла вот одна половинка и вторая. И выпилил пазы под эту железочку. Все делал по месту. Прямо там, в машине. Ну, и шайбами отрегулировал зазор, чтобы это все было плотненько. Потому что усилие очень большое при открытии и закрытии. И надо, чтобы этот ключ сидел хорошо. Вот я его плотно подогнал. Он сидит очень плотно. Пришлось мне даже ручки переделать. До этого были коротенькие. На Kia открывались они легким движением руки. Надо было только просто вставить и прокрутить. А тут прямо надо приложить очень большое усилие, чтобы его открыть или закрыть. Ну вот, собственно, при изготовлении есть один нюанс, который я тут пропустил. Вот я тут запортачил, если вы видите. То есть я сразу наметил и просверлил 2 отверстия. Но там, когда все это притянулось по месту, они стали не совпадать. Поэтому я рекомендую сначала сделать центральное отверстие, наметить, просверлить. Для этого я использовал маркер.
и шестигранничек обыкновенный. Я его намазал маркером и сделал отметочку. Сначала центральный, потом вот этот болтик, потом этот болтик. Центральный потом удалил. Ну так лучше получается, гораздо точнее. И хоть время потрачено будет больше, но ключ будет сидеть очень плотно. Что, собственно, вы и видите. Ну, сейчас я буду устанавливать этот модуль и попробую вам продемонстрировать на машине, как это все выглядит. Собственно, вот так это все выглядит на самой машине. Сейчас я посвечу. Как видите, тут места очень и очень мало, практически все впритык. Поэтому вот я использовал винты с Паттайем. Не простые винты М6 с болтиками, шестигранниками, а с Паттайем, чтобы они не задевали тут за детали кузова. Было удобно им пользоваться. Ну, в общем, вот я уже его поставил, установил и легким движением руки, как это, видать, они так рассчитывали, инженеры, застегнул этот модуль. Ну, то есть буквально секунды и все. Вот теперь будем все подключать и пробовать заводить. Вот, собственно, первый запуск. Давление есть. В общем, все работает. Ну вот, что и требовалось доказать. Все работает. Остались небольшие недоделки у нас по электрике. Ну вот, а на этой оптимистической ноте я хочу закругляться. Всем спасибо за просмотр и удачных всем ремонтов.